Наш главврач официально отчитался о том, что 82 сотрудника из нашей больницы получили ковидные выплаты за период 2 месяцев. Но по факту мы же знаем, что никто этих денег не получал. Поэтому мы задали ему прямой вопрос. Скажите, кто получил эти деньги именно в наших 3 отделениях? Травматология, анестезиология и хирургия. Если судить из формулировки постановления правительства, то начислить эти выплаты руководство больницы может любому медработнику, который оказывает помощь лицам из групп риска. А лица из групп риска – это специально отдельный список, который разработал Минздрав совместно с Роспотребнадзором. И если исходить из этого, то данные выплаты положены всем медработникам, практически всем медработникам, кроме детских больниц. Чиновник таким образом пытается избавиться от неугодных людей, которые задают неудобные вопросы, создают ему проблемы. Вместо того, чтобы решить вопрос законным путем, ему проще от нас избавиться. К тому же это такой процесс запугивания оставшихся, для того, чтобы в следующий раз никто не вздумал заявить о каких-то своих правах. Я изначально не собиралась в это все ввязываться. Я прекрасно понимала, где я живу. Я совершенно не верила в эти выплаты. Президент дает возможность чиновникам нажиться за счет людей. Все. И мне неинтересно все это было. Но когда я увидела такое хамство, такое отношение к врачам, которые спасают чьи-то жизни. И когда я увидела отношение руководства больницы к этим людям, как боярина к крепостным, я не смогу сдержаться. Я считаю, что достоинство – это самое главное, что есть у человека. И теперь меня невозможно остановить никакими запугиваниями, увольнениями, еще чем-то. И я пойду до конца. Я считаю, что если бы все сотрудники нашей больницы или какой-то другой больницы, все медработники не боялись, а говорили, отстаивали свои права, у руководства бы не было возможности вести себя таким образом.